السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, по милости которого мы с вами здесь продолжаем уроки наши, продолжаем изучать имена и качества Аллаха Субхану ва Тааля, того, который нас сотворил из пустоты, сотворил нас из ничего, даровал нам все те блага, которые у нас сейчас есть, и сотворил нас для того, чтобы мы познали Его и поклонялись Ему, и просили у Него посредством Его имен и атрибутов. У нас долгий был перерыв, и с сегодняшнего дня, иншаллах, уроки возобновляем, и, как вы уж поняли, с среды мы перенесли на четверг. И каждую неделю, иншаллах, у нас в это время в четверг будут занятия, лекции. И продолжим с вами изучение имен Аллаха. Сегодня перед нами имя Аллаха, которое звучит как Аль-Малик. Аль-Малик в Коране оно приходит в трех формах. Аль-Малик, Аль-Малик и Аль-Малик. Аль-Малик, Аль-Малик и Аль-Малик. Эти имена нам знакомые. Каждый день мы в намазе, в каждом ракаате читаем суру Фатиха. Что мы там говорим? Малики яумиддин. Имя Малик упоминаем. И также в суре Ан-Нас мы говорим Маликин-Нас. Маликин-Нас. Имя это мы с вами упоминаем. А что же касается имени Аль-Малик, с таким ударением, то она у нас приходит в суре Аль-Камар в 54-м аяте и в 55-м. Аллах говорит: «Инналь муттакина фи джаннати ва нахар фи мак'ади сидкин инда маликин муктадир». Богобоязненные же, они будут в райских садах, и между ними будут протекать реки в седалище, то есть в обиталище истины, где нет ни лжи, ни злословия. И «Инда маликин муктадир». У Малика всемогущественного. Что же означает имя Малик? И Малик, и Аль-Малик. Эти все три имени указывают на то, что Аллах Субхану ва Тааля обладает качеством Аль-Мульк в арабском языке. Мы знаем, сура Аль-Мульк есть, да, в Коране. Ее переводят как власть. То есть Аллах Субхану ва Тааля обладает качеством Аль-Мульк. И давая объяснение качеству Аль-Мульк, что же такое Аль-Мульк в арабском языке, что же это означает? Как переводят на русский язык власть? Что это значит? Это владение чем-нибудь, владение чем-то и возможность полноправно этим распоряжаться. Вот что значит власть. Мульк в арабском языке. То есть это владение чем-то, каким-то имуществом, и это возможность этим распоряжаться. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране назвал себя Аль-Малик. Царь, властелин, властитель, можно так перевести. И также в хадисах пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сообщил нам это имя. Как приводится от Али ибн Аби Талиб, радийаллаху анху, говорит, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям вставал на намаз, то есть говорил Аллаху Акбар, такбиратуль ихрам, вступал в намаз, он делал дуа. Приводится длинная дуа, которая начинается: «Ваджахту ваджхия лилладзи фатара ас-самавати валь ард». Я направил свой лик к тому, который сотворил небеса и землю. Длинная дуа приходит, и там есть отрывок: «Аллахумма анталь малик, ла иляха илля ант». О Аллах, ты аль-Малик, ты властелин, нет божества кроме тебя. Такие слова произносил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в каждом намазе, тем самым выражая величие Аллаха Субхану ва Тааля и выражая свою никчемность и низменность перед Аллахом Тааля, когда встал на намаз.
И также в известном хадисе от Абу Хурайра, радийаллаху анху, достоверном, который приводится у нас в Бухари и Муслиме, говорится, что каждую последнюю треть ночи Аллах, субхану ва тааля, не спускается на первое небо. На первое небо и говорит «Аналь малик». «Аналь-малик». «Я властелин». «Я властелин», говорит эти слова Аллах субхану ва тааля. Кто, говорит, попросит, я ему дам. Кто взовет ко мне мольбой, я ему отвечу. И кто попросит прощения, я ему прощу, говорит Аллах субхану ва тааля. То есть это имя, оно приводится в Коране и приходит в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И эти имена указывают на власть Аллаха, на полноправную и полноценную власть Аллаха субхану ва тааля. И полноценная власть, она есть только лишь у Аллаха. Один лишь Аллах, и нет никого наряду с Ним, никто в этом мире не является полноправным и полноценным властелином, чего бы то ни было, или хозяином, чего бы то ни было. У нас есть имущество, но этим имуществом мы не владеем ими полноправно. Оно у нас сегодня есть, а завтра у него может не быть. Или бывает такое, что у человека есть имущество, но он не может им распоряжаться. Как, например, ребенок маленький. У него осталось наследство, и он не может им распоряжаться, пока не достигнет возраста разумно распоряжаться этим имуществом. Он не может. Но в то же время его опекун этого ребенка, он может этим имуществом распоряжаться во благо ребенка, но он не является хозяином. То есть может быть такое, что человек владеет чем-то, но не распоряжается. И может быть наоборот распоряжается, но не владеет. А Аллах субхану ва тааля, Он владеет всем, и Он этим полноправно и полноценно распоряжается так, как Он пожелает по своей мудрости и справедливости. И это имя в первую очередь дает нам знать, что Аллах Тааля, у Него есть качество власти. Как мы уже с вами говорили, каждое имя Аллаха несет в себе смысл и утверждает какое-то качество, какой-то атрибут Аллаху Тааля. Как имена мы проходили милостивый, это указывает на то, что Аллах есть качество милости. Это не просто имя без смысла, которое ничего не значит, как Ар-Рахман. Ар-Рахман значит, у Аллаха есть качество милости. Или же Аль-Халик, Творец, мы имя прошли Аль-Халик, это указывает на то, что у Аллаха есть качество Творца. Он Творец. И также имя Аль-Малик, 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 эти три имени указывают на то, что у Аллаха есть качество власти, властвовать. И оно указывает на величие Аллаха Субхану ва Тааля и на Его могущество. И в Коране Аллах Тааля во многих аятах нам об этом говорит, что Ему принадлежит власть. «Валилляхи мульку самавати валь ард, валлаху аля кулли шайин кадир». И Аллах властелин небес и земли, и Он на всякую вещь мощен, говорит Аллах Тааля. Все, что на небесах и на земле, это принадлежит Аллаху. Он властелин всего этого. И также мы говорим «Табаракаллади биядихил мульк». Табаракаллади биядихил мульк. Велик и славен тот, в чьих руках власть. В чьих руках власть. То есть вся власть лишь в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается утверждения этого качества Аллаху Тааля. И также Аль-Малик в отношении Аллаха, властелин, он тот, кто наделяет властью и наделяет имуществом других. Аллах Субхану ва Тааля, он, во-первых, обладает качеством власти, он властелин всего, и во-вторых, в отношении своих рабов, людей и других его творений, он наделяет властью, кого пожелает. Наделяет властью, наделяет имуществом, дарует свое богатство, кому пожелает. И все мы, люди, мы не являемся полноправными, полноценными властелинами, владельцами своего имущества. У нас есть дом у кого-то, машина, одежда, какие-то принадлежности, которыми мы пользуемся каждый день. Но это все дано нам лишь на временное пользование. Это все дал нам Аллах Тааля. Он властелин всего этого. И Он дал нам это, чтобы мы пользовались этими благами. И даже наше тело
не является нашим. Наше зрение, наш слух, наши руки, наши ноги, это не является, мы не являемся хозяевами этого тела. Мы не можем распоряжаться им так, как мы пожелаем. Нет. Власть над нашим телом тоже принадлежит одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля. И Он дал нам это на временное пользование. И мы, то есть, во-первых, мы сказали, власть, Аллах Тааля обладает качеством власти. Во-вторых, Аллах дарует эту власть и это имущество кому пожелает. И все существа, кроме Аллаха, они являются рабами Аллаха Субхану ва Тааля, которые в нем постоянно нуждаются и которые нищие, бедные перед Аллахом Субхану ва Тааля. Как Аллах Тааля об этом нам говорит: «Я аюхан нас, антумуль фукарау иля Аллах, валлаху хуаль ганиюль хамид». О люди, вы бедны по отношению к Аллаху. То есть вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах же Он богатый и достохвальный. Он ни в ком не нуждается. Аллах, Он богатый, аль-гани. И Аллах Субхану ва Тааля дарует нам все это имущество, все, что у нас есть. И дарует Аллах Тааля в этой жизни власть человеку, которому пожелает. И власть, основные качества власти, то есть качества, которые возвышают человека в этой жизни, это у нас 3 качества. Это знание, это имущество, это сила. Посредством знания человек достигает каких-то высот. Посредством своей силы физической он также достигает какой-то власти. И посредством богатства он тоже достигает власти. И Аллах Тааля дарует кому-то одно, кому-то другое, кому-то все это дарует Аллах Тааля. И когда он это дарует, когда у человека есть какое-то из этих качеств, у него расширяются пути совершения благого. Когда Аллах Тааля дарует кому-то знание, у него появляется возможность давать это знание другим, совершать благие дела, основываясь на это знание. Кому-то Аллах Тааля дает силу, у него есть возможность, он не как слабый человек, не как старик какой-то уже, который жил свою жизнь, он ничего не может совершать. Нет, у него есть сила, он молод, значит, здоров, он может этой силой воспользоваться для совершения благого. То есть у него расширяются возможности для совершения благого. И также богатый человек, он не бедный человек. Богатый, у него есть имущество, и у него есть возможность, расширяется возможность для совершения благого. Он был бедный, у него не было возможности давать садака, давать закат, милостыню, помогать бедным, помогать своим братьям мусульманам. А когда он обогатился, то у него уже есть возможность совершать благое. То есть, когда Аллах Тааля дарует кому-то власть в этой жизни, у него расширяется возможность совершать благое. И вместе с расширением возможности совершать благое, тут надо помнить, что также растет мас'улия, ответственность. Да. С этим растет ответственность. То есть Аллах Тааля дал тебе возможность, расширил тебе пути совершения благого, дал тебе богатство, знания, могущество, и вместе с этим у тебя также выросла ответственность. И Аллах Субхану ва Тааля спросит у каждого за те блага, которые Он ему дал. Это все дается для испытания. И каждый из нас, мы чем-то владеем. И каждому из нас Аллах Тааля дал что-то на временное пользование. И каждый из нас мы будем отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля за те блага, которые Он нам дал. И как мы этим воспользовались? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллюкум ра'ин ва куллюкум мас'улун ан ра'ияти». Как один из примеров можно привести: каждый из вас пастух, и каждый ответственен за свое паство. Мужчина ответственен за свою семью, женщина за своих детей. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал тебе возможность, могущество, богатство, скажем, силу, чтобы завести семью. У тебя появилась возможность для совершения благого. И вместе с этим у тебя растет ответственность. Ты уже становишься ответственным. Как ты воспользовался этими благами? Как ты использовал вот это богатство, которое тебе Аллах Тааля дал? И поэтому также
больше всех спрос также будет у богатых людей, у которых было много имущества, и они будут отчитываться перед Аллахом Субхану ва Тааля в том, как они расходовали свое это имущество. И как мы знаем, в известном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек не сдвинется с места в судный день, пока не будет спрошен о имуществе, как он его расходовал, о знании, как он им распоряжался, о своей молодости, как он ее провел. Молодость можно соотнести с могуществом, силой. То есть молодость — это пора силы, это пора энергичности, когда можно совершать благие деяния, пользоваться этим, и отдельно будет об этом спрос. Как ты использовал свою вот эту силу, могущество, которое Аллах Та'аля тебе дал? Отсиживался ли ты дома, или же ты участвовал в общественных делах, помогал мусульманам, помогал в мечети, какие-то нужды были. Вот. Или у тебя есть какой-то талант, салят барайбит, ты чему-то обучился, будь это даже в спортивном чем-то, да, ты чем-то занимался спортом, и ты достиг каких-то высот, и у тебя есть возможность это проявить на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Вот. Участвуя на каких-то соревнованиях, участвуя на каких-то мероприятиях, тем самым люди видят, что мусульмане, они сильные, мусульмане, они не просто сидят в мечети и ничем не занимаются. Нет, они живут. И даже во всем они даже лучше, чем те, которые не являются мусульманами. И за все это Аллах Субхану ва Тааля будет держать с нас ответ. И в-третьих, Аллах Субхану ва Тааля, Он распоряжается полноценно в этом мире так, как Он пожелает. То есть, читая в намазе суру Фатиха, мы говорим «Малики яумиддин», властелин дня воздаяния. Или когда мы читаем суру Ан-Нас, Маликин Нас, властелин, царь людей. Вот что мы должны помнить всегда. То, что Аллах Та'аля, Он обладает качеством власти. То, что Он нам все даровал, и за все это мы будем отвечать перед Ним. И то, что Он распоряжается в этом мире так, как Он пожелает, по своей мудрости и справедливости. И Аллах Субхану ва Тааля, Он полноправный властелин этого мира, полноценный. И Он распоряжается в этом мире, во-первых, предопределяя все то, что здесь произойдет. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: до сотворения небес и земли за 50 тысяч лет Аллах Та'аля создал перо и приказал ему писать все, что будет до судного дня. И Аллах Та'аля в этом мире все предопределил. Все в этом мире происходит лишь по Его позволению. Даже наши желания связаны с пожеланием Аллаха. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. И вы не пожелаете ничего, если того не пожелает Аллах, властелин миров. То есть мы в этом мире даже пожелать ничего не можем, если Аллах этого не пожелает. Не говоря уже о других действиях, о других деяниях. Если Аллах нам этого не позволит, если не пожелает, мы не сможем этого совершить. То есть Аллах в этом мире полноценный властелин, правитель, царь. Вот что значит Аль-Малик. Аль-Малик и Аль-Малик. И Аллах в этом мире устанавливает свои законы, как полноценный властелин. Он устанавливает законы шариата, религии. Он посылает пророков, через которых доводят до нас законы, по которым мы должны жить в этом мире. Что можно, что нельзя, что обязательно, что нежелательно, что дозволительно или что желательно. Такие вот законы Аллах Та'аля рамки устанавливает в этом мире. Он Аль-Малик, Он царь в этом мире. И также Он по этим законам в судный день будет судить между людьми. Те, которые жили по этим рамкам, жили по этим законам, Аллах Субхану ва Тааля дарует им благое. Райские сады, вечное блаженство и наслаждение. А те же, которые выходили за границы дозволенного, то Аллах Та'аля будет их наказывать за их совершенные грехи. То есть Аллах, вот что значит полноценный властелин, властитель. Он управляет в этом мире, Он все предопределяет, устанавливает законы, и согласно этим законам Аллах Та'аля судит нас, Его рабов. И вся власть в этом мире принадлежит лишь одному Аллаху. И как Аллах Субхану ва Тааля в Коране, суре Аль-Имран, говорит: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Скажи: о Аллах, ты властелин царства, перевели, или властелин власти, то есть в твоих руках вся власть, и ты даруешь власть тому, кого пожелаешь, и ты отбираешь эту власть у того, кого пожелаешь. Ты возвышаешь в этом мире, кого пожелаешь, и принижаешь, унижаешь того, кого пожелаешь. Биядикаль хайр, все блага в твоих руках, иннака аля кулли шайин кадир, и ты на всякую вещь мощен. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Имран. То есть мы, будучи мусульманами, всегда должны вот это имя помнить и знать, что Аллах, Он царь в этом мире, Он властелин. Кто бы над нами ни стоял, выше этого человека Аллах. Каким бы он ни был, этот человек над нами, каких бы он высот ни достиг, выше него стоит Аллах Субхану ва Тааля. И все подчиняются Ему. И в первую очередь, значит, мы должны искать довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Как мы уже говорили, разъясняя имя Аль-Халик, привели хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля та'ата ли махлюк фи ма'сиятил халик». Нет подчинения творению в ослушании Творца. То есть нельзя подчиняться людям, подчиняться творению. Подчиняться творению нельзя, если это ведет к ослушанию Аллаха, к ослушанию Творца. Никогда не надо, это боязнь перед людьми, это лишь шайтан внушает. «Иннама заликум аш-шайтан юхаввифу аулияаху, фаля тахафухум ва хафуни». Аллах говорит, это шайтан пугает вас своими приспешниками. Не бойтесь же их, а бойтесь Аллаха. Бойтесь меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть в этом мире не должно быть у человека, у мусульманина, страха, когда он держит свою религию. Когда он придерживается религии Аллаха Субхану ва Тааля. Он не должен думать, как же я сейчас буду жить, откуда я буду искать пищу. Вот у меня была работа, как начал религию держать, бороду отрастил или платок одела, с работы начали на работе там какие-то проблемы, могут сейчас меня уволить, как я там буду работать, как буду жить, откуда у меня будет пропитание, как я буду семью кормить. Это все шайтан пугает человека. Шайтан пугает человека тем, что как держать религию трудно, сколько проблем. Но человек не должен этого бояться. Он должен наоборот бояться. А как ты будешь жить, если не будешь придерживаться религии? Как ты будешь жить, если ты не будешь следовать приказам Аллаха, сторониться Его запретов? И как ты будешь отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля, когда ты вернешься к Нему? Вот об этом должен человек всегда в первую очередь думать. Ведь Аллах, Он властелин, Он царь, Он аль-Малик, а все остальные это Его рабы. И мы, как верующие, как мусульмане, всегда должны это помнить и всегда давать себе отчет в своих поступках, довольство, кого мы в этом мире ищем, и на кого мы в этом мире полагаемся, кого мы боимся. И все наше поклонение, все наше сердце должно быть связано лишь с одним Аллахом Субхану ва Тааля. И все наши нужды, все наши просьбы мы должны просить только у Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что, как мы сказали, Он аль-Малик, в Его руках власть. Все у Него надо просить. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из своих хадисов: просите у Аллаха даже, будь даже веревку от сандалий. Если даже сандалия одного из вас порвалась, износилась, в первую очередь просите у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он дал вам лучшую, заменил эту сандалию на лучшую. Что бы ни было, большое или маленькое, нужно всегда просить у Аллаха Субхану ва Тааля. На этом, иншаллах, мы сегодня лекцию закончим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.